Большая книга «Встречи в провинции» – это проект совместный, проект Федерального агентства по печати и массовой коммуникации. При его финансовой поддержке он реализуется. И организационная составляющая, его идейная составляющая – это принадлежит фонду Пушкинская библиотека. С этим проектом мы ездим по регионам нашей страны с 2008 года. Были уже более чем в 15 регионах, потому что каждый год это где-то 3-4 региона. И вот в этом году мы начали проект с вашей республики, и мы, фонд Пушкинская библиотека, очень давно, и я уверена, что многие из присутствующих здесь в зале знают о нашем фонде, потому что мы давно и очень хорошо сотрудничаем в области комплектования. Это является, так сказать, основой работы нашего фонда. Итак, еще немного о проекте. Проект, его главная задача – это продвижение книги и литературы в регионы, и также продвижение информации о национальной литературной премии «Большая книга». И очень важная составляющая этого проекта – это приезд в регионы писателей, финалистов и лауреатов этой премии. Потому что, безусловно, такое общение, как мы говорим, с живым писателем, или, опять же, я повторюсь, с литературными звездами, оно, безусловно, очень важно, и оно дает понимание читателю того, кто написал эту книгу, и дает возможность задать этому человеку вопросы, которые его интересуют. Также в рамках проекта мы привозим книги, что тоже очень важно. Книги – это такие небольшие выставочные экспозиции, в состав которых входят книги финалистов и лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». Вот всех лет, которые премия существует, а существует она с 2005 года. Я считаю, что выживет прежде всего такая книга, которая является эстетическим объектом. У нее есть какие-то дополнительные функции, она не сводится только к простому тексту. Да? То есть в этой книге есть какие-то иллюстрации, какие-то, например, не знаю, сноски и так далее, которые передать за счет текста на экране невозможно. Какой-то шрифт подобран, какой-то изысканный, да, какие-то там зависит от того, какие поля у этой книги, да, там, я не знаю, какое-нибудь золотое сечение Гутенберга, например, издатель решил показать, да, когда одна сторона относится, одно поле белое относится к другому и так далее, в золотом сечении. Вот. И вот такая книга точно выживет. Это, кроме того, детская книга, безусловно, выживет, потому что ребенку ты не покажешь иллюстрированную книжку с экрана, хотя многие сейчас уже говорят, что вот есть дети такие, которые вот, видят яблоко за стеклом, да, это просто несколько рассказов было, и они пытаются его открыть, как на экране, да, интерактивно, а оно не открывается, понимаете? Вот, то есть это уже как бы изменения произошли в сознании человека. Вообще происходит очень сильная такая визуализация сознания, и поэтому слово «печатное» в какой-то мере перестает быть основным словом, как оно было на протяжении многих веков. Я убеждаю, что библиотеки и вы, присутствующие здесь, это как огоньки, вокруг которых собираются далеко не худшие люди вокруг. Да? Вы являетесь, прежде всего, к сожалению, в столицах этого уже нет. Там разобщенность доходит до какого-то состояния уже атомизации человека. Да? А вот именно на Руси Великой, в ее глубине, вот там остаются библиотеки как центры сбора всех интересных людей вокруг. Я говорю, далеко не последних, да, а можно сказать даже лучших людей. И это вы знаете лучше меня, потому что вся интеллигенция, все те, кто тянется к знаниям, все те, кто тянется к интеллектуальной беседе, просто к общению человеческому, они концентрируются возле вас, и вольно или невольно, ну,
я думаю, что вы прекрасно знаете, о чем идет речь, да, вы являетесь вот этими центрами притяжения всего самого лучшего, всех самых лучших сил нашего общества, которые есть, не всякого сомнения, и вы свидетели, что они есть, да, и которые именно тянутся в вашей библиотеке к вам на огонек, может быть, на чай, там, может быть, на беседу, как к отдушине, да, душевной. И я очень хочу, чтобы это все, эта традиция продолжалась и дальше. Библиотекарь – это человек, который не просто работает с книгой, он вынужден выступать своего рода Вергилием, лоцманом в огромном книжном море. Одна моя знакомая библиотекарша говорила, что мало знать книгу, мало знать автора, мало знать каталог. Каждую книгу, говорила она, нужно знать в морду. И, в общем, на самом деле именно такое знание книги в лицо, оно отличает библиотекаря от неквалифицированного читателя. Вот это ощущение книги чрезвычайно ценное, которое, собственно, наверное, и хранят до сих пор библиотекари, работники музеев, может быть, архивные работники. Это почти тактильное, непосредственное ощущение книги, текста, оно чрезвычайно важно. В этом смысле тот проект, который представляем мы, в каком-то роде сродни библиотечному делу вообще. Поскольку библиотеки сегодня не только хранилища, и, может быть, даже не столько хранилища, а это институции, которые могут оказать квалифицированную помощь при выборе книг. Информации много, но ее нужно еще доставать, находить, задавать правильные вопросы. И поэтому, чем дальше, тем, наверное, больше роль библиотекаря-консультанта, квалифицированная помощь читателю, роль его в помощи, в поисках информации, она в дальнейшем будет только увеличиваться. С этой точки зрения проект «Большая книга» также, если угодно, помогает читателям